Казахстане ячмень – одна из ключевых зерновых культур после пшеницы. Имеет стабильный спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Используется как корм, продовольствие, сырье. В последние годы именно за счет грамотного управления агротехникой и погодных условий отмечается рост урожайности. Например, по данным на 2024 год, урожайность и общий объем сбора ячменя значительно выросли, несмотря на сокращение посевных площадей. При правильной агротехнике, выборе сортов, удобрений, средств защиты и уходе можно получить стабильный, качественный урожай даже в условиях засушливого климата или переменчивой погоды. В 2025 году общее производство зерновых в Казахстане достигло более 27 миллионов тонн. В этом же сезоне ячмень сохраняет важное место. Производство оценивалось около 4 миллионов тонн. За 12 месяцев с сентября 2024 по август 2025 экспорт ячменя составил 1,82 миллионов тонн, вдвое больше, чем в предыдущем сезоне. По состоянию на 2024 год валовой сбор ячменя около 3,84 миллионов тонн за 2,28 миллионов гектар посевов. Урожайность за 2024 год около 16,8 центнеров с гектара, что заметно выше, чем в предыдущие годы. С 2016 по 2020 годы урожайность ячменя в Казахстане была более нестабильной, в среднем около 13,4 центнеров с гектара. Основные регионы выращивания. Ячмень – это вторая культура после пшеницы, примерно по республике она около 2 миллионов занимает ежегодно. По северу Казахстана также, в области также где-то около 600-700 гектар ежегодно она в Кустанайской занимает. Северные и центральные области традиционно ячменные. По данным 2024 года, наибольшие посевные площади ячменя приходятся на Акмолинскую область, около 24% площадей засеяны ячменем. Северо-Казахстанскую область, примерно 19% площадей отведено ячменю. Кустанайская область, около 16%. По итогам 2024 года по валовому производству лидирует Северо-Казахстанская область – 550 тысяч тонн, Кустанайская область – 427 тысяч тонн, Акмолинская область – 385 тысяч тонн. Это показывает, что северные и северо-центральные регионы остаются основой ячменного производства, сочетание климата, почв и агротехники дает лучшие результаты. Цели, значения, выбор назначения. Ячмень – однолетняя злаковая культура, востребованная в Казахстане для корма, продовольствия, технической переработки, пивоварения, силоса и других нужд. В зависимости от назначения выбирается тип. Для корма фуража чаще шестирядные сорта. Для солода, продовольствия, пивоварения преимущественно двухрядный яровой ячмень, так как зерна более однородны по размеру, оболочка тоньше, крахмалистость и ферментные свойства выше. Выбор поля. Выбор подходящего поля – один из ключевых факторов успешного урожая ячменя. Корневая система этой культуры сравнительно слабая и плохо усваивает питательные вещества из тяжелых или бедных почв. Поэтому важно отдавать предпочтение структурным, плодородным участкам с нормальным дренажом. Хорошая почва – суглинки, дренаж, рыхлая, богатая органикой. Плохая – заболоченные, глинистые, тяжелые, засоленные почвы. Если посадить ячмень на тяжелой, глинистой или заболоченной почве, растения будут развиваться медленно, корни не смогут проникнуть вглубь, а усвоение питательных веществ сильно ограничено. Выбор предшественников. Лучшие варианты культуры, не относящиеся к злакам – пропашные, бобовые или почвенный пар. Такой подход снижает нагрузку болезней и сорняков и улучшает питание почвы. Если высаживать ячмень после бобовых, почва лучше насыщается азотом, так как бобовые способны фиксировать атмосферный азот. Растения меньше болеют, а урожайность возрастает на 10-15% по сравнению с повторным посевом.
Подготовка почвы начинается осенью. Основная обработка включает вспашку и выравнивание. Это уничтожает сорняки, остатки прошлогодней растительности, выравнивает рельеф и улучшает структуру, а также дренаж. Осенняя вспашка позволяет глубоко заделать растительные остатки и разрыхлить почву, чтобы она хорошо удерживала влагу. Это особенно важно для северных областей Казахстана, где зимние осадки ограничены. Весной перед посевом выполняется предпосевная обработка – культивация, выравнивание и закрытие влаги. Главное – создать ровное и рыхлое посевное ложе. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, чтобы семена смогли быстро прорасти и получить доступ к питательным веществам. Если посевное ложе плотное или пересушенное, всходы будут медленными, растения слабыми и урожайность падает. Поэтому важно соблюсти технологию подготовки почвы до мельчайших деталей. Таким образом, правильный выбор поля, грамотный севооборот и качественная обработка почвы – это фундамент успешного урожая ячменя. Пропустив этот этап, невозможно компенсировать потери даже при использовании лучших сортов и удобрений. Подытожим. Выбор поля, плодородная структурная почва, хороший дренаж. Предшественники – бобовые, пропашные, пар. Обработка почвы. Осень – вспашка и выравнивание, весна – культивация и посевное ложе. Выбор сорта. Основные сорта это тоже наши идут. У нас вот два основных сорта. Это Великан и Медикум 18. Плюс сейчас еще есть новый сорт многорядного ячменя Кайрат, который более интенсивного типа и показывает высокий хороший урожай на хорошем агрофоне. Может давать урожай до 60 центнеров с гектара, если ему все дать. Выбор сорта ячменя – критический этап подготовки к посеву. Казахстанские аграрии ориентируются на северные и северо-центральные районы, где климат холодный и ветреный. Сорта должны быть морозоустойчивыми, устойчивыми к болезням, иметь высокую урожайность и качественные зерновые показатели. Аграрии выбирают сорта с учетом региона и цели. Если это фураж, обращают внимание на массу зеленой массы и зерна. Если для экспорта – на качество и устойчивость к хранению. Также важно использовать сертифицированные семена. Некачественные или зараженные семена снижают схожесть и увеличивают риск заболеваний. В Казахстане селекция ячменя является одним из важных направлений аграрной науки. Ключевую роль в селекции ячменя играет Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства, расположенный в Алматинской области. Здесь ведутся работы по созданию высокоурожайных и устойчивых к болезням сортов ячменя, адаптированных к условиям юга и юго-востока Казахстана. Также у нас по ячменю тоже имеется 23 сорта допущены в Республике Казахстан. Один сорт, только сорт Арна, он занимает площадь 500 тысяч гектаров, это в основном на севере. И селекция идет на пивоваренные формы и на кормовые формы. А зимой имеется типы развития и яровые формы. В этом году мы завершаем проект по маркерной селекции ячменя, где мы полностью внедрили ДНК-маркеры в селекцию озимой и факультативного ячменя. И среди 300 образцов на основании ДНК-идентификации мы выбрали уникальную линию, которая является факультативной. Факультативный ячмень – это значит, его можно сеять при озимом посеве, его можно сеять при яровом посеве. Он почти озимая форма с высокой зимостойкостью, морозостойкостью, продуктивностью, но он может выколоситься при летнем посеве. Плюс, то есть он имеет рецессивные аллели генов яровизации локусов ВРНH1, ВРНH2, ВРНH3. Плюс он имеет доминантные аллели генов фотопериодической чувствительности. То есть доминантный аллель PPDH позволяет ему очень широко распространяться в северных наших регионах, потому что это ценный аллель именно для северных регионов. PPDH2 локус у него тоже доминантный, позволяет ему широко распространяться у нас на юге. Итого в нашем институте создан сорт факультативной пшеницы на основе маркерной селекции из селекционеров, который мы назвали KIS Biotech 1. Это вот уникальный сорт для наших фермеров, который, мы надеемся, найдет свое применение. В северных регионах страны селекцией активно занимается научно-производственный центр зернового хозяйства имени Бараева. Ученые центра разрабатывают сорта ячменя, устойчивые к засухе, полиганию и весенним заморозкам.
что особенно важно для Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Среди популярных и широко распространенных сортов ячменя в Казахстане можно отметить Арна, Баишевский, Северный, Казахстанский 10, а также ряд современных сортов интенсивного типа, которые показывают стабильную урожайность даже в засушливые годы. Часть сортов ориентирована на кормовое использование, а другие – на пивоваренное качество зерна. Посевные работы. Посев ячменя проводится при оптимальной влажности почвы и температуре. В северных регионах это обычно конец апреля, начало мая, когда почва прогрета до 5-7 градусов. Главное при посеве – равномерность рядов и глубина заделки семян. Слишком глубокий посев замедляет прорастание, слишком мелкий – высыхание и неравномерные всходы. Норма высева зависит от сорта и цели. Для продовольственного ячменя около 400-450 семян на квадратный метр. Для фуражного – до 500 семян на квадратный метр. Равномерный ряд обеспечивает оптимальное питание и снижение конкуренции между растениями. Удобрение. Ячмень чувствителен к питательным веществам. На плодородных почвах можно обойтись базовым внесением азота, фосфора и калия. На бедных почвах или после тяжелых предшественников применяют комплексные удобрения. Азот обычно вносят в несколько этапов. Часть перед посевом, остальное по вегетации. Фосфор и калий при основной обработке почвы. Также применяют микроэлементы – бор, цинк, марганец. Они повышают качество зерна и устойчивость к заболеваниям. Агрообработка и уход за посевами. После посевных работ начинается уход за посевами. Прополка сорняков, защита от болезней и вредителей, корректировка подкормок. Для борьбы с сорняками используют гербициды, для болезней – фунгициды, особенно при высоких рисках аскохитоза и корневых гнилей. Нужно внимательно следить за состоянием поля. Любые задержки с обработкой сорняков или болезней могут привести к снижению урожайности на 10-20%. В северных регионах Казахстана важны также мероприятия по защите от весенних заморозков или сильных ветров, мульчирование почвы и плотное выравнивание рядов. Итак, для успешного посева ячменя необходим комплексный подход. Выбор сорта с учетом региона и цели, качественные семена, оптимальная глубина и норма высева, своевременные удобрения и агротехнический уход. Пропуск любого элемента снижает урожайность и качество зерна. Основные болезни ячменя. Ячмень – культура, подверженная различным заболеваниям и вредителям. Без должного контроля потери урожая могут достигать критических уровней. Фитосанитарный контроль начинается еще на этапе выбора поля и семян и продолжается на протяжении всего вегетационного периода. Первая и самая распространенная болезнь – аскохитоз. Она проявляется в виде темных пятен на листьях, стеблях и колосьях. При массовом распространении аскохитоз способен снизить урожай на 20-30%. Для борьбы с ним применяют обработку семян фунгицидами, а также соблюдают правильный севооборот, избегая повторного посева ячменя после злаковых культур на одном и том же участке. Следующая угроза – фузариоз. Это корневая гниль, которая проявляется увяданием растений и ослаблением корневой системы. Фузариоз приводит к потере до четверти урожая. Основные меры защиты – применение фунгицидов, дренажа почвы и соблюдение санитарной обработки полей. Корневые гнили проявляются в виде пожелтения листьев и слабого роста растений. Они особенно опасны на тяжелых и плохо дренированных почвах. Потери урожая при корневых гнилях могут быть значительными, поэтому фермеры уделяют особое внимание структуре почвы и осенней обработке. Помимо болезней, ячмень подвергается атаке насекомых, которые также могут существенно повлиять на урожай. Злаковая тля – один из самых распространенных вредителей. Она питается соком растений, скручивает листья и выделяет сладкий налет, на котором развиваются грибковые инфекции. Ослабленные растения хуже развиваются и дают меньше урожай. Контроль тли осуществляется с помощью биологических инсектицидов и регулярного мониторинга полей. Журчалки повреждают колосья и снижают заполнение зерна. При массовом размножении потери урожая могут достигать 15%. Фермеры применяют химические обработки и строго соблюдают севооборот, чтобы снизить популяцию насекомых.
медведка, вредитель корневой системы. Она повреждает корни, что приводит к снижению всхожести или слабому росту растений. Для защиты применяют механические ловушки и обработку почвы перед посевом. Уборка урожая. Своевременная уборка ячменя – один из ключевых факторов сохранения урожая. Опоздание на несколько дней может привести к перерастанию колосьев, осыпанию зерна и снижению качества. Наиболее оптимальное время для уборки, когда влажность составляет 14-16%. В этот период зерно достаточно сухое для безопасного хранения и не теряет товарных качеств. Современные фермеры используют комбайны с регулировкой скорости и высоты среза, чтобы минимизировать потери. На полях с высокой влажностью применяют предварительное подсушивание и регулировку комбайнных решеток. Необходимо отслеживать влажность зерна с помощью специальных датчиков. Это позволяет собирать ячмень в оптимальные сроки и сохранять качество зерна для экспорта и переработки. Транспортировка и первичная очистка. После уборки зерно транспортируют на элеваторы, где проводится первичная очистка от примесей – соломы, земли, сорняков. Это важно для дальнейшего хранения и переработки. На элеваторах зерно просушивают, чтобы влажность не превышала 12-14%. Это минимизирует риск плесени и порчи. Нарушение технологий сушки или хранения может привести к резкому падению качества зерна и потере экспортной стоимости. Хранение ячменя требует контроля температуры и влажности. Сухое, хорошо проветриваемое помещение предотвращает развитие грибковых инфекций и плесени. На больших фермерских хозяйствах применяются силосные башни, склады с вентиляцией и постоянным мониторингом. Для мелких хозяйств специальные зерновые бункеры с защитой от влаги и насекомых. Важно также чередовать партии зерна. Свежеубранное зерно должно храниться отдельно от старого, чтобы избежать перекрестного заражения. Опытные аграрии проверяют зерно каждые 2 недели. Любые изменения влажности или температуры могут привести к плесени, что резко снижает цену и качество. Переработка и использование. Ячмень имеет широкое применение. Фуражное зерно для скота, продукция для пивоваренной промышленности, пищевые продукты, крупы, мука и полуфабрикаты. Ценность ячменя увеличивается после переработки. Например, производство комбикормов и пивоваренной продукции создает дополнительную стоимость и стимулирует экспорт. Собранный и правильно хранящийся ячмень сохраняет свои качества, обеспечивает доход фермеру и является основой для переработки и экспорта. Экспорт и перспективы. Казахстанский ячмень востребован на международном рынке. Основные покупатели – Иран, Китай, страны Центральной Азии. В 2024-2025 маркетинговом году экспорт составил около 1,82 миллиона тонн, что почти в 2 раза больше предыдущего сезона. Казахстанский ячмень конкурентоспособен за счет доступной цены, стабильного качества и развитой логистики. Однако рынок подвержен колебаниям мировых цен, поэтому фермеры должны быть готовы к изменчивости спроса. Наибольший спрос на экспортный ячмень высокопротеиновый и фуражный. Качество зерна напрямую влияет на цену, поэтому фермеры стремятся к соблюдению всех агротехнических норм. Рыночная конъюнктура и цены. Цены на ячмень на внутреннем и внешнем рынках зависят от урожайности, погодных условий, курса валют и мировых котировок. В Казахстане цена на зерно колеблется от 90 до 150 тысяч тенге за тонну, в зависимости от сорта и качества. Рост мирового спроса на фуражное зерно и пивоваренный ячмень стимулирует производителей инвестировать в новые сорта и технологии. Ячмень, он также пользуется спросом. Кстати, в этом году ячмень по цене практически такой же, как пшеница идет. То есть бизнес довольно-таки неплохо его покупает. Логистика и инфраструктура. Ячмень – стратегическая культура. Он обеспечивает корм для скота, является экспортной продукцией, создает рабочие места на элеваторах, в транспортной и перерабатывающей инфраструктуре. В экономике сельского хозяйства ячмень занимает 2-е место после пшеницы по посевным площадям. Эффективная логистика – это снижение потерь и сохранение качества зерна. Любая задержка или неправильное хранение по пути к экспортным точкам снижает доходность фермеров.
Экспорт ячменя невозможен без развитой логистики. Фермеры поставляют зерно на элеваторы и распределительные терминалы, откуда оно отправляется железнодорожным или автомобильным транспортом к портам Каспия или китайской границы. Однако отрасль сталкивается с рядом вызовов – изменение климата, засухи, колебания мировых цен, недостаточная переработка зерна внутри страны. Решения включают внедрение устойчивых сортов, технологическую модернизацию, создание элеваторных хабов и развитие переработки. Если страна будет увеличивать переработку и создавать собственные добавленные цепочки – комбикорм, пивоварение, полуфабрикаты – это повысит доходность фермеров и укрепит позиции Казахстана на мировом рынке. В будущем отрасль требует устойчивости, современных технологий и грамотного планирования. Сильные фермеры, правильный севооборот и инвестиции в логистику и переработку обеспечат Казахстану лидерство на мировом рынке ячменя.